недальновидно игнорируют неуклонно разрастающий запрос общества на возвращение к принципам социальной справедливости, на левый поворот политики государства. Если мы считаем себя настоящими патриотами, то должны следовать главной обязанности, которая налагает такое звание, обязанности слышать голос народа. И делать все, чтобы выполнить его волю, гарантируя защиту законных интересов большинства и достойное будущее нашей Родины. Уважаемые коллеги, вы обратили внимание на стиль открытого письма? Объективный, пронизанный конкретным желанием и конкретными предложениями выхода страны из кризиса экономического, политического. А это единственно верный путь, левый поворот, путь социализма и народовластия. В любом случае, последнее слово за народом. Мы сегодня встречаемся на брифинге с одной целью – обменяться мнением, довести смысл и содержание открытого письма до нашего населения, потому что знание сегодня, состояние, желание участвовать в преобразовании – это может быть только на основе подлинной и правдивой информации, что всегда было присуще в деятельности Геннадия Андреевича Зюганова и партии в целом. На этом вот информация, согласно, некоторых пунктов содержания открытого письма я озвучил, но еще раз хочу повторить, у каждого есть, полный текст этого обращения, и мы бы попросили его, всеми своими возможными средствами довести до наших избирателей, до нашего многонационального народа. Спасибо за внимание, а сейчас мы можем обменяться и ответить на вопросы. Коллеги, у кого есть вопросы? Поднимите руку. Так, из журналистов, пожалуйста. Ага. Геннадий Андреевич все письма конкретно, персонально направил руководителям законодательных собраний всех 80 субъектов Федерации. Направил руководителям правительства, руководителям администрации президента. В том числе такое же письмо поступило и в адрес Петра Васильевича Гоголева в Государственное собрание ЛТУМЭН. Вот фракция КПРФ в Государственной Думе. Конкретный пункт содержания письма для ознакомления. Поэтому вот такое обращение, оно рассчитывает и на откровенный разговор со стороны администрации, власти, представительных органов власти, населения в том числе. Уже вы обратили внимание, в WhatsApp, в средствах социальных сетях уже идет обсуждение и комментарии. И, как правило, они очень умные, серьезные, с желанием изменить ситуацию в лучшую сторону и обратить внимание на те проблемы, которые нужно сегодня решать, в том числе для всего населения, а не для отдельных ее граждан. Пожалуйста. Так, Семен Иванович, да? Руку поднимает. Семен Иванович, народный депутат Госсобрания ЛТУМЭН, пожалуйста. Здравствуйте, мои коллеги. Вот это обращение мы обсуждаем, да, у себя. Или срок какой? Ну, срок. Какой срок? Как обсуждаем? В течение какого-то срока нет. Работаем, обсуждаем. Ну, как месяц такой. Ну, как срок? Это
долгосрочный документ. Да, обсуждаем и пытаемся влиять на ситуацию, доносить его до настроения, до избирателей. Да, вот, до выборов надо. Ага. Хорошо, пожалуйста. Да, пожалуйста. Добрый день. Да, Елена Слышно Власовна. меня, да? Да, Елена Власовна, слышим очень хорошо. Хорошо. Виктор Николаевич, а у меня такой вопрос. А вот какие вот предложения, ну, вот связанные с теми предложениями, изложенными в письме, фракция КПРФ в Государственной Думе, она, значит, предложила и провела вообще вот за весь последний созыв. Ну что, прежде Вообще всего... такие вещи, которые бы улучшали жизнь россиян, там увеличили прожиточный минимум или там связанные с налоговым временем, или, может быть, ну, с какими-то свободами гражданскими. Вот что вообще сделано фракцией Коммунистической партии за последние 5 лет в Государственной Думе? Очень хороший вопрос. Действительно, здесь нужно разделить эту работу на те предложения, законопроекты, которые Государственной Думой представлены в Государственную Думу. Но если даже их отклонили, а большинство их отклонило, Единая Россия имеет большинство, тем не менее само обсуждение, сама публикация этих законопроектов, она уже носит конкретный смысл. 5 раз Государственная Дума, наша фракция КПРФ во главе с Геннадием Андреевичем в Государственной Думе предложила принять закон о детях войны. 5 раз. И сегодня в очередной раз внесли этот закон. Второе. Те вопросы, которые связаны в период пандемии, поддержки среднего и малого предпринимательства. Значит, вопросы, связанные с вопросами лекарственного обеспечения. Так, например, у нас сегодня мы и у себя в регионе, и в Государственной Думе, те, кто у нас лечится, согласно закону вообще, лечится, проходит лечение в стационаре, получает бесплатное лекарство. А кто в индивидуальном порядке лечится, на дому, он лекарство получает за свои деньги. Поэтому те предложения, которые были внесены в Государственную Думу, сейчас на период пандемии, они, значит, были частично приняты, и те, кто лечится у себя, не в стационарных условиях, тоже получают бесплатное лекарство. Но вопросы удалось принять, значит, некоторые законопроекты, которые остановили вот такую оптимизацию здравоохранения, которая привела к тому, что все участковые больницы практически в нашей республике закрыты. И Владимир Владимирович Путин вынужден уже дать команду, что проанализировать вот эту, значит, оптимизацию здравоохранения, которая лишила граждан первичного здравоохранения. Сегодня по закону только на уровне районных больниц получают, значит, полноценную медицинскую помощь. Вопросы образования и детства. При принятии поправок в Конституцию, которые туда более 20 вошли, к сожалению, ни одна поправка, предложенная Компартией, не вошла туда, а были очень конкретные поправки, более 108 поправок, в том числе касается образования. Сегодня у нас действует закон об образовании в Российской Федерации. И самое главное, самое плохое, то, что там записано, государство предоставляет услуги по образованию. А законопроект, который несколько раз предложен в Государственной Думе, образование для всех, это подчеркивает обязанность государства обеспечить и вообще охрану материнства и детства, охрану наших школьников. Ну, страшный случай произошел вот не так недавно, значит, в Казани. Страшный случай.
Мы все не просто, значит, трагически это восприняли, но сделать нужно выводы конкретные, чтобы они, значит, обеспечили беспрекословную, значит, обеспечение безопасности наших школьников. Но это еще и вопросы воспитания, это еще вопросы, значит, нашего телевидения, которое сегодня криминальную, значит, романтику сегодня проповедует. Ну, еще один из важных вопросов. Это принято было по инициативе Государственной Думы фракции КПРФ принят закон о стратегическом планировании в Российской Федерации. Это очень важно. Этот законопроект и принятый закон базируется на опыте работы Левченко Сергея Георгиевича, который был главой Иркутской области. И действительно, его работа и работа его коллектива позволила более чем в 2 раза увеличить бюджет только за счет тех имеющихся законов. Ну, вопросы, связанные с демократией. Мы обращаем внимание, что сегодня практически референдум не провести. Сегодня публичные выступления – это митинги, акции протеста, это, значит, да, это индивидуальные, значит, пикеты и так далее. Они сегодня их уже нельзя провести, потому что полностью ограничения, запреты. Вот сегодня, чтобы митинг провести, нужно уже представить план проведения санитарных мероприятий, представить тот, кто организует счет, имеет и смету, имеет ли он средства, которые обеспечат организацию проведения митинга. Но очень много надуманных таких вопросов. Но и видим, что сегодня вышел с плакатом, как это у нас произошло там в Чурапче, «Слава октябрю». Это уже привлекли их, значит, за несанкционированное какое-то публичное мероприятие. Вот это только ряд, значит, Елена Власина, инициатив, которые были приняты и сегодня рассмотрены. Мы очень подробный такой отчет о работе фракции. Он уже был опубликован, но мы дальше продолжаем знакомить население нашей республики, в том числе, что добилась и что не смогла сделать, и что нужно сделать наша фракция в Государственной Думе, в том числе и на уровне регионов. Вот я бы так Виктор Николаевич, еще вот я хочу спросить, да, в связи с тем, что, значит, в Государственной Думе, также и в парламентах региональных, везде засилье Единой России, везде Единая Россия составляет большинство, то есть любая другая фракция, она какие-то законопроекты практически провести не может ввиду своей малочисленности. И в связи с этим вы не считаете, что главной задачей вот вашей избирательной кампании должна являться такие призывы к тому, чтобы люди не голосовали за Единую Россию? Потому что, как бы обесмысливается вообще присутствие мелких фракций в законодательном органе страны, потому что они ничего не решают. И все вот вещи, которые, говорят они, вы говорите, они становятся, как бы похожими на популизм и не более того, потому что они нереализуемы в связи с тем, что Единая Россия не голосует, и, соответственно, все законопроекты ваши, они не проходят. Ну, очень правильно, Елена Власина, вы заметили то, чтобы, значит, добиваться результата, 450 депутатов нужно большинство, 226 хотя бы голосов, иметь простое большинство, чтобы принимать законы. Этого сегодня, к сожалению, нет. Но первое. Любые выборы – это подведение итогов, что сделано. Сегодня рейтинг Единой России, очень низкий. Почему? Да потому что все обещания, которые на миллиарды, триллионы были говорены на предыдущих выборах, они сегодня не выполняются. Например,
25 миллионов мест будет создано. Ну где они? Не созданы. И близко нет 25 миллионов мест. Значит, будут увеличены доходы населения, они сегодня снижены. Не будут расти цены, инфляция остановится, ничего подобного не происходит. Лекарства на 20% выросли. Поэтому, ну, народ, логично, это логично, значит, не голосовать за ту партию «Единая Россия», которая у власти не выполнила своих обещаний. Не выполнила своих обещаний. Это первое. Но не голосовать за одну партию. Значит, сегодня нужно посмотреть, как голосовали другие партии за пенсионную реформу. За пенсионную, против пенсионной реформы, которая повысила возраст ухода на пенсию, голосовала против этих предложений только Компартия Российской Федерации. Только Компартия. Поэтому, значит, из-за поправки в Конституции. Поэтому второй вопрос – поддержать ту партию, которая отвечает интересам народа, отвечает, приватизацию провести народных, приватизацию природных ресурсов, стратегических предприятий, энергетика, транспорт. Но сегодня с этим законопроектом внесен в Государственную Думу только Компартия, ее же нужно провести. Китайцы сейчас проводят, у них тоже же была приватизация. Они сейчас очень серьезно смотрят, какие эти, значит, акционеры общества и что делают. Там тоже есть богатые люди, но весь капитал работает на Китай, на свою республику. Поэтому вот, конечно, тогда надо поддержать. Почему-то справедливо сегодня руководители одной партии, ЛДПР, не сходят с экранов телевизора, в том числе и передачу Соловьева. Почему, значит, объединились сегодня за правду, за, значит, патриоты России, Семигин, Прилепин, Миронов объединились в одну партию? Это же разные были. Семигин там, ну, вообще у него другая программа, чем у «Справедливой России». Это для того, чтобы вот это вот, значит, такие действия партии власти, они ничего хорошего не принесут. Поэтому мы призываем голосовать за Компартию. Да, конечно. Потому что сегодня ее программа, ее деятельность отвечает самым насущным проблемам нашего населения. Спасибо. Коллеги, у кого-то еще есть вопросы? Вот мы, конечно, я вот сказал, что мы 20 средств массовой информации направили письмо и приглашение участвовать в брифинге. Хорошо, сейчас идет трансляция, YouTube идет прямая, да, трансляция на YouTube. Но вот журналисты, я в любом случае, кто-то слушает, кто-то прочитает и так далее. Я никого, значит, не хочу там в чем-то упрекнуть и так далее. Но если бы мы сегодня собрались так максимально, то мы бы услышали друг друга в течение 30 минут. Это же недолго. Но мы-то пока действительно, значит, от нас, от средств массовой информации, от каждого из вас зависит очень много. Как донести информацию оперативно и так далее. Хотя бы народ разберется. Вот, к сожалению, я еще раз говорю, по тем или иным причинам мы пока вот хотели бы больше, чтобы участвовали в сегодняшнем разговоре. Никого не упрекаю, но это тоже о чем-то говорит, к сожалению. Что-то хотите добавить еще? Ну, нет больше вопросов, да? Валентина Андреевна, вы хотели вопрос задать? Да? Ну, пожалуйста, у нас Алекминцы. Скоро будет у нас ИСЭК республиканский в Алекме. Мы желаем успехов там, хорошо провести. Нет вопросов, да, Валентина Андреевна? Коротко, если. Коротко, пожалуйста. Ну, мы это письмо Геннадия Андреевича Зюганова обсудим на партийном собрании с коммунистами. И фактически эти вопросы поднимались на съезде.
Поэтому Геннадий Андреевич Зюганов правильно обращается к Путину. Какие-то сдвиги, наверное, произойдут. Хорошо, спасибо. Понятно. Так, здесь указано, что это и медицина, и образование, и демографическая ситуация у нас в стране не очень важная. Те, которые внутренний валовый продукт Хорошо, у нас Валентина Андреевна, низкий, понятно. а Понял. Геннадий Андреевич Зюганов Хорошо. сравнивает валовый продукт Понятно. это с другими, с Канадой, с Америкой. Валентина Андреевна, там в письме все есть. Хорошо. Валентина Валентина Андреевна, спасибо. Понятно. Хорошо, я думал, вопрос какой-то. Пожалуйста. Вопрос какой-нибудь? Не, вопрос какой-нибудь? Юрий Константинович, вопрос у вас? Вопрос? Да, вопрос. Ну, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Виктор Николаевич, у нас в Алеккинском районе сумасшедшая бюрократия развита, понимаете, нет? Вот как с этим бороться? Вот. И обращаюсь, значит, в мировой суд, отправляют в милицию. В милицию иду, они говорят, что мы этим делом не занимаемся, а идите обратно в суд или к прокурору. Когда же у нас власти начнут работать-то? Или приедет ревизор, как по Гоголю было. Вот. Нам едет ревизор. Наводить порядок в этих структурах властных. Так, хорошо. Понимаете? Понимаем. Как ты не найдешь? Есть вот мошенники такие, Мгм. которые, видите, даже мне вот по 3 года не возвращают там кое-что. Долги там, допустим. И ничего не побьешься, никто Юрий нас не помогает. Вот. Я Ну, хочу, это чтобы Юрий все слышали, Константинович. как работает у нас Хорошо. местные органы власти. Круговая порука, кругом круговая порука. Невозможно ничего пробить. Всё, Да, это, спасибо. да, это есть, и надо с этим бороться и будем. Пожалуйста, у нас из журналистов больше нет вопросов, да, у кого-то? Кто там еще? Нет? Ну, тогда будем тогда заканчивать, да? Ну, спасибо, я еще раз обращаюсь, значит, к нашим средствам массовой информации. Найти возможность и проинформировать население через ваши средства информации, интернет-ресурсы, содержанием письма. Это, я думаю, что будет всем нам полезно. Откровенный разговор, он всегда на пользу. Спасибо за внимание, спасибо. Брифинг тогда объявляется закрытым. Спасибо большое. Всем до встречи. Ну, ровно 35 минут.